гостей? Ну, наверное, гостей все любят принимать. Я тоже с удовольствием также люблю принимать. А чем вы обычно их угощаете? У вас есть какое-то фирменное свое блюдо? Пельмени. Обычные пельмени. На дачу к Рахимовым наша съемочная группа завернула в гости ближе к вечеру. Хозяйка, Луиза Галимовна, с утра хлопотала над грядками. Благо, после выхода на пенсию появилось для того время. Хозяин же здесь вообще редкий гость. Дела, понятно, государственные. Не до того. Признаемся, увиденным были удивлены. Одноэтажный, довольно скромный дом на окраине поселка Авдон, с двух сторон, за невысоким забором, пыльная дорога. К тому же в тот день из-за перебоев не было воды. На 3 чашки кофе залили в чайник минералку «Кургазак». Мы, кстати, и ребята-оператора, и я, честно говоря, не ожидали, что у вас вот такой садовый участок, в каком-то неудобном месте, там дорога, здесь дорога, дом одноэтажный, а вот напротив у простого инженера двухэтажный. Ну, может быть, по статусу, если уж положено, может, надо иметь, потому что, приедет к вам какой-то ваш коллега вашего же уровня, вы привезете его сюда, он скажет, на что республика такая бедная, что вы себе не можете позволить. Конечно, если республика и это государство, безусловно, должны приезжать, и атрибутика должна быть, я имею в виду, и место, где должен принимать гостей. К сожалению, у нас период первый на волне демократии все разрушили, отдали. Сегодня восстановить это очень сложно, конечно, надо строить. Что касается строительства жилья или там для руководства, безусловно, должно быть. Ведь во всех регионах, скажем, и в Челябинской области мы были, у них отдельные особняки все, и в Свердловской области, и в Татарии, все это сохранилось. У нас, к сожалению, в первое время разрушили. Сейчас восстанавливать, скажем, нет средств или время, и то, наверное, должно быть. Это ведь, получается, не только ваше личное дело, это ведь дело государственного престижа уже получается. Вы ведь представляете ваш образ жизни, ваши условия, это своего рода какая-то визитная карточка должна быть республики. Все правильно. Наверное, постепенно будет. Если не при мне, другой президент придет, у которого первый начнет с этой своей деятельности. Разных людей разные отношения. Я, например, считаю, просто сегодня время не создано для того, чтобы таких же условий создать. Всего в свое время. Сегодня надо строить и башкирский драмтеатр, и татарский театр драм надо, и молодежный центр нужно, и вот храмы восстанавливать нужно. Я считаю, в первую очередь, туда надо направлять средства. А как вы познакомились? Познакомились мы в институте, когда начинали учиться в вечернем нефтяном институте. Да. Но подготовительно еще я особо-то не знала его, но на первом курсе уже мы познакомились. А долго он за вами ухаживал? Да, прилично довольно-таки, потому что у нас группа состояла из 25 человек, а я была одна в группе, единственной. Соперничество было? У нас такое очень... Группа была очень прекрасная тем, что она вечерняя, и тут люди очень солидные тогда учились. Не от того, что они куда-то не попали, а просто у них не было возможности в свое время учиться, а нас, девушек, не брали тогда нефтяной институт на дневной из-за зрения. Если зрение только 100%, только тогда брали. А у меня была близорукость, и мне поэтому пришлось идти на вечернее отделение. Вот у вас сын, ему уже за 30. Насколько известно, он не торопится жениться. Вам, наверное, естественно, хотелось бы, чтобы и внуки появились первые. Вот вы не пытались на него как-то по-родительски воздействовать, что давай-ка ты засиделся, парень? Вы знаете, может быть, от того, что мы никогда ему не запрещали жениться, всегда были бы рады, чтобы он женился, но то он учился, то как-то все это откладывалось, не от того, что он, наверное, не хочет, а сейчас уже очень, опять-таки, видимо, по наследству очень сложная работа у него появилась, и он все время на работе тоже у нас. Также очень поздно приезжает, уезжает утром на работу. И, видимо, все это тянется, хотя и друзей много, и однокурсников бывших, и по работе.
не сказать, чтобы он там чурался или никуда не ходил. Все это у него естественно. Но, видимо, не получается. И мы его... Он уже взрослый человек, и его заставлять, я думаю, что это... Ну, человек должен по своей воле это делать, потому что семья – это очень серьезная такая проблема. И чтобы уже, как говорится, человеку сделать выбор, и серьезный выбор, нужно очень много думать. Да, естественно, возраст. И чтобы он хотел, конечно, и сам это все это сделал, и нам хочется, чтобы он женился. Муртаза Гойгулович, у вас ведь трехкомнатная квартира. Он работает, вы работаете. Вот у вас как-то есть общее рабочее место или как-то... Нету ли здесь такого, скажем, что вот ему надо поработать, вы приходите, вам поработать надо? Ну, вообще-то бывают такие моменты, конечно, но тем не менее, я практически прихожу поздно, у меня уже сил работать дома нет, поэтому я прихожу, кушаю и практически ложусь спать, и утром уже 5:30 на ногах, и 7:30 уже на работе. Ну, я стараюсь вообще-то какие-то почты серьезные рассматривать на работе и не оставлять домой. Конечно, надо, квартира большая должна быть, и рабочее место. Ну, мы как-то привыкли. Ну, наверное, нужно, но сейчас просто времени нет. А что для вас дом? Ну, дом, наверное, как для любого гражданина. Дом – это семья, это очаг, и тепло, и все, наверное. Поэтому, в принципе, конечно, должна быть соответствующая квартира, соответствующие условия. Тем более, у него он тоже с собой много бумаг берет, рассматривает дома. И бывает, иногда мне почту приносит. Квартира должна быть соответствующей. Но ведь есть проблемы, правильно задаете? Но ведь у нас так смотрит, вот уже мы даже ни квартиру не поменяли, ничего не поменяли, уже разговоры идут. Знаете, это менталитет у нашего народа, наверное, такой. У нас ведь так, если начальник, если он начинает строить, вот он начальник строит, а кто-то строит так, трехэтажные большие особняки, кого-то не замечает. Это испокон веков у нас в России принято. Последние 5 лет вы постоянно, ежечасно, ежедневно, под постоянным наблюдением многих. То есть вы на виду. Вот трудно контролировать себя, зная то, что за вами наблюдают десятки, сотни, тысяч глаз. Те же фотокамеры. Вы практически не остаетесь один. Это трудно? Ну, сказать трудно, наверное, неправильно будет, но в всяком случае надо чувствовать ответственность, что когда и на улицу ходишь, и когда, скажем, в магазин приходишь, и везде, всюду люди к тебе смотрят как к президенту. Смотрят, как тебя ведешь, как разговариваешь. Даже за столом надо за собой следить. И даже выпивать надо знать, сколько выпиваешь, так? Потому что все на виду. В смысле, и в целом человеческом плане, конечно, сложно. Почему? Потому что мы же тоже люди. Мы тоже хотим свободно пройти на улице, общаться со всеми. К сожалению, сегодня ситуация такова, как-нибудь появишься на улице, сразу вопросы такие, пенсии, пособия, зарплата. Если бы этих проблем не было бы, безусловно, и легче было бы общаться и появляться на улице. Лариса Гаримовна, вот вы вспомнили вашу юность, у вас было много друзей, вы сказали, теперь их меньше. А это не связано с тем, что кое-кто, возможно, ну, по своей природной скромности, робости, ну, вдруг подумал, да ну, это уж теперь как-то не мой уровень, скажем, уж они когда-то были нашими хорошими знакомыми, сегодня неудобно вроде к ним и подходить. Вот есть, наверное, такие люди, да? Вы знаете, я работала в исследовательском институте, и у нас очень был коллектив прекрасный такой. У нас был начальник лаборатории Эдуард Александрович Круглов, которому я всегда очень благодарна. Он у нас был великолепный химик-аналитик, и сейчас он является директором института по диоксину. И вот этот коллектив наш, он, знаете, до сих пор как бы существует. Когда вот дни рождения или что-то и тяжелое бывает, такого нету, чтобы они вот как-то это, ну,
как вам сказать, чтобы как-то меня обозначили, что вот я супруга президента, такого нет. Все на равных. Скажите честно, а вот никто с вами не ищет знакомства, учитывая то, что ваш супруг президент республики? Ну, это было, когда я работала. Когда я работала, а сейчас уже такого уже общения нет, я дома, уже старые знакомые в основном-то. Ну, это, наверное, у всех бывает так. Мы же все в одном мире А вы не живем. сопровождаете его в поездки или не предлагаете ли вам, Муртаза Губайдулович, поехать с ним куда-нибудь? У него ведь по долгу работы и бывают и интересные маршруты. Ну, я иногда езжу, ну, не всегда, конечно, потому что, ну, считаю, что это не всегда я должна присутствовать, потому что, когда рабочие эти поездки, они как бы, чтобы не отягощать их, это мое мнение, может быть, я не права. Все, право. То есть вы боитесь внутренний синдром Раисы Максимовны? Нет, не из-за этого даже. Потому что просто, знаете, ходить просто как рядом и присутствовать только, я считаю, что это бесполезно. Если бы я работала, в работе была, для меня бы поездки эти были такие необходимые и нужные. Ну, во-вторых, у меня поездки все они эти напряженные. Я быстро езжу. Я иногда бывает в день до 1000 километров, так. Все удивляются, как вы успеваете, так. Скажем, уехал сегодня вот в Сибай или Баймак, я в тот же день возвращаюсь. Это не так-то просто выдержать. Все время практически приходится 10-12 часов на дороге быть. А если вы, как вот вы говорите, как Раиса Максимовна, поехали, отдохнули бы там сутки, двое, таких же у меня не бывает никогда. Я вот, скажем, утром уезжаю в Москву, улетаю, вечером уже дома бываю. И я редко в случае где-то ночевать остаюсь, есть только в Москве. А так в пределах Башкирии я в тот же день возвращаюсь, независимо сколько километров. Так что бывает по 1200, по 1300. У нас, я удивляюсь, наши молодые ребята не выдерживают еще. Скажите, пожалуйста, трудно быть женой политика? Ну, как вам сказать, у Вот меня... именно политика такого уровня, такой энергии и такой загруженности, как Муртаза Губайдулович. Ну, вообще-то мне очень нравится, что вот человек такой, он всегда работает, всегда в движении. Ну, естественно, бывают и трудности, потому что без этого тоже не бывает. Ну, я уже привыкла столько лет. Если не политика, то промышленность. В политику сейчас попал, конечно. Очень бывают моменты тяжелые, и я сопереживаю, и очень даже это... В душе, конечно, очень тяжело. Но никогда свое мнение, как женщина, я никогда это ему не говорю, потому что мужское мнение, оно отличается от женского. Женское, оно всегда уже известно, эмоциональное, а мужское, оно более такое твердое, и у него и позиция иная, потому что он уже знает все это, подоплеки, все эти вопросы уже испытывали и давно. Ну, приходится мне мириться с тем, что... Ну, а так я себя не чувствую, что я жена президента или нет. Я всегда свободно хожу в магазины, хожу везде спокойно. Если кто-то узнает, здороваюсь, и ничего в этом страшного не вижу. Меня никто никогда не оскорблял, нигде. И поэтому для меня это нормальный образ жизни. Вот когда у вас самый большой праздник, я знаю, это день 7 февраля, день рождения, вы обычно что желаете супругу? Я всегда желаю и супругу, и сыну здоровья. Самое главное здоровье, это потому что, как говорится, если будет здоровье, то остальное это приложится. Здоровье у них обоих отменное. Так и должно быть. Без здоровья ничего не будет. От меня сейчас сижу кашлю. Вот, Вы много выступаете? Нет, просто надо лечиться тоже. А учиться, заниматься, и у них это не отнять.